К дорожной теме. На мирнинских дорогах бесперебойно работают автоматические регулировщики движения. Но когда светофоры по той или иной причине выходят из строя, это создает проблемы. Недавно пьяный лихач снес светофор на перекрестке возле центральной аптеки Мирного, что значительно осложнило движение. Августа Степанова продолжит. Вот так осторожно уже больше недели мирнинские водители выглядывают за поворот, прежде чем ехать дальше. Не работает светофор, который регулирует этот перекресток. Водителям приходится выполнять опасный маневр. Это плохо очень. Неудобно мне вот сейчас вот выезжать будет. Ну и аварий, наверное, будет больше. Пешеходы, перебегая дорогу, рискуют жизнью, особенно утром и вечером. Больше всех можно переживать за детей, которые каждый день по дороге в школу переходят этот перекресток. Неудобно. Тут такое движение. Нет, конечно. Самый оживленный перекресток остался без светофора. Его сбил автомобиль. Иномарку выбросила с дороги, и она врезалась в светофор. Последствия ДТП работники Мирнинского специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия пытаются устранить уже несколько дней. Мы изготовили светофорную стоечку, приобрели оборудование, светофорные секции, мы приобрели кабель, мы приобрели сопутствующие элементы. После этого будет проводиться наладка управления этого светофорного объекта. Она осуществляется через контроллер. Замена светофора – удовольствие не из дешевых, говорит директор строительно-монтажного эксплуатационного предприятия Евгений Еремин. К тому же просто установить светофор недостаточно, необходимо отладить его работу. Стоимость восстановления одного светофора доходит до 250 тысяч рублей, поэтому нужно быть внимательнее на дорогах. Из-за лихачей водителей в прошлом месяце временно не работало сигнальное устройство и на шоссе Кирова. Кроме безответственных водителей, есть еще и вандальные действия со стороны граждан. Но я так думаю, что это все-таки, наверное, подрастающее поколение. Привлечь, наказать, взыскать, чтобы неповадно было в следующий раз. Конечно, за каждым не уследишь, но виновник должен нести ответственность. И в этом могут помочь сами жители, участники дорожного движения.